Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня второй раз в гости пришел Александр Лукин, режиссер, конферансье, музыкант. Саша, привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, ты был у нас, примерно где-то 2 года, полтора года назад. Да, редкий человек достается такой огромной честью, чтобы прийти. Спасибо. Потому что первый раз, значит, получается, нам понравилось. И я знаю, что за 1,5 года много чего нового. Я знаю, что ты сейчас работаешь над 2 мощными проектами. Но до того, как ты начнешь все это рассказывать, расскажи, пожалуйста, на этот раз, с чем ты пришел? Что будем готовить, потому что это самое главное. Да. Ну, я сегодня пришел с запеканкой. У меня вот в последнее время очень часто готовлю у себя дома, потому что детям очень нравится. Мои дети на самом деле не едят мясо, но вот когда вот я с фаршем готовлю картошку, запеканку, они просто Они думают, что там мяса нет и кушают. Да, съедают на ура. И почему-то вот мне очень нравится готовить это блюдо. Я вообще люблю чистить картошку, заниматься такой мелкой моторикой. И когда я вот чищу картошку, когда нарезаю тонко ее, я вот медитирую. Да, своего рода медитация. Ухожу в себя, в свои раздумья и всегда вспоминаю своего мастера. Он мне говорил... Я помню, рассказывал ты. Да, думайте, когда чистите картошку. Вот когда какие-то вот эти мелкомоторики задействуются, да? Да. Вот у меня медитация самое смешное, да, но жена рада, когда я мою посуду. Да? Я люблю мыть посуду. Я тоже, кстати. Да, беру, и полы тоже. Монотонно, вроде-то как бы не нужно ум как бы включать, что так, я тут помыл или нет, просто машинально делать, но при этом ум занят. И уходишь в себя. Уходишь в себя. И более как-то, получается, глубже получается что-то уходить. Как-то вот что-то, я не знаю, какие-то процессы происходят. Что-то есть, да? Что-то есть, но и в этом что-то есть. Я соглашусь с тобой, да, но у нас эфирное время не резиновое. Итак, запеканка. Чего начинаем? Ну, господа, помогите, во-первых, почистить картошку. Да, хорошо. Мимоходу. Да, 2 ножа, вы чистите картошку, а Саша рассказывает. Ну вот про первый проект. Он у тебя уже практически весь снят, я знаю. И сейчас на стадии монтажа, постпродакшн, так называется. На стадии рождения. Рождения. Кино рождается на монтажном столе. Да. В прошлом году мы с огромной командой работали в Амгинском улусе, это село Мяндиге. Снимали фильм по рассказам народного писателя Тимофея Сметанина. Михайличан был тет. В детстве я зачитывался, да. Ну, все Конечно. мы знаем, это и в школьной программе все изучали. И вот, наконец-то, настало время экранизации этих рассказов. Работа была очень сложная. Команда была очень крутая, работа была очень сложная, потому что есть всевозможные животные. Это впервые... Ой, да, вы чистите вот здесь. Да. Впервые вообще в истории кинематографа Якутии это такой... Замахнулись на самый сложный жанр. Какой проект? Работа с детьми. Во-первых. У нас главный герой 6-летний мальчик из Намского улуса, его зовут Дамир Дьяконов, сам впервые вообще снимается в кино, вообще впервые он даже находится в таком творческом процессе. Я сказал бы, как в моем случае, без актерского образования. Без правильного. Ну да, конечно, ему 6 лет, он только вот, сейчас 7 лет. Он учится в прошлом году было в школе, да. Да, уже в школе. Как делали кастинг сразу? Долго? Я этого с мальчиком познакомился у нас же передача в национальной вещательной компании ЭйГе, где героями выступают семьи из Якутска. И вот к нам однажды приехали в гости из Намского улуса, из поселка Искра, семья Дьяконовых со своим сыночком Дамиром. Они сделали маленький сюжетик, и я посмотрел, оказывается, парень 5-летний парень мальчик умеет сидеть на лошади, у него есть своя лошадь, он охотится, он рыбачит. Ну, то есть как взрослый уже себя ведет. Ну да. Не по годам. Не по годам, да, уже ходит за своим отцом и уже
ну, конкретно находится в сельской жизни. Мальчик вот такой смышленый, разговорчивый, открытый. И сразу я подметил его ну, отложилось у меня то, что если будут какие-то проекты, видимо, надо можно мальчика надо приглашать. То бишь, мальчик сам того не подозревая, тогда уже в твоих глазах прошел своего рода кастинг. Да, так? прошел кастинг. Ага. И потом, спустя некоторое время меня пригласили в Улус Медиа, это Сахапечать, где они уже, ну, скажем, руководство Сахапечати, они планируют снять фильм по рассказам о Тимофее Сметанина. Меня пригласили как режиссера, мы переговорили. Я сразу начал их отговаривать, потому что это очень сложный жанр. Работать с детьми в кино. Детьми, животные. Да, и тем более с животными. Это получается у нас комбо. Да, комбо. Да, такой комбо получилось. Но все-таки решили снять и собрать очень сильную команду. Мы оператора-постановщика пригласили из Москвы. Вся аппаратура, вся техника была арендована тоже с центра, с Москвы. Приехал техник, набрали здесь съемочную группу. И выехали И все дружно выехали в Амгу. все дружно в Амгу. И по планам мы должны были где-то месяц отработать. Так. Получилось, как всегда. Получилось, да, в 2 раза, как всегда. Да, В 2 раза больше. Мы 2 месяца пробовали. Планируешь месяц, закладывает в 2 раза больше. Планируешь один бюджет, закладывает в 2 раза больше. Всегда. Ну, потому По-моему, что в кино и в ремонте, по-моему, всегда так. С животными работать очень сложно. Ага. Тем более у нас, ну, животные, я имею в виду, в нашем фильме, помимо нашего маленького мальчика, главным героем является 2-месячный щенок. Щенок, да. Щенок. Который сам не знает, что он будет делать в следующую секунду. А он даже и не понимает, что он И не понимает, что он снимается в кино. Да, это я и говорю, он сам даже не знает, что он будет делать в следующую секунду. Да. Да, и никто, да. И никто не знает, что он будет делать в следующую секунду. Плюс, Вдруг ему хочется просто спать в этот момент. да, мы с этим сталкивались, кстати. Да. Он где-то часик Актер берет и говорит, а где актер? Говорит, спит. спит. Да. Бывало и такое, что щеночек засыпал, и вся съемочная группа... Ой, это льдин, да? Да, фольгу. Ага. Ну, мы как бы не забываем, что у нас все-таки кулинарный проект. Понятное дело, тоже надо поговорить, но тем не менее... Картошку? Картошку я режу тонко-тонко этим Слайсами. кружочками. Вот так. В фильме еще играет охотничий пес. Старый должен быть, седой, мудрый. И еще у нас в А он, фильме он говорящий? все животные говорящие. Говорящие. Ну, Да. то есть будут дублироваться и все прочее. Дублироваться, ну, то есть- и плюс у нас Это я, зная, все равно спрашиваю, да. Чтобы зрители тоже... Плюс у нас будет компьютерная графика. Много компьютерной графики. Много компьютерной графики. Рот должен шевелиться, артикуляция должна быть. Ну и вот сейчас у нас предварительные договоренности с IT-компаниями нашей якутской IT-отрасли. Да, Ну и вроде, все на мази. да, запал есть, так. дух есть, Ага. должно получиться. Ага. Но я думаю, посмотрим. Но это будет тоже впервые, где Ну вот да, вот ты такой сказал... большой объем. Да, ты сказал, что вот как раз стадия рождения фильма, но наверняка отснятый материал уже все на предварительный просмотр прошел, скорее всего. Какие впервые впечатления и, скажем так, прогнозы? Когда примерно планируете закончить? Когда вообще в эфир выйдет? В эфир, господи. Ну, мы планировали осенью. Ну, сейчас по ходу действия, по-моему, чуть-чуть отлаживается. Перед Новым годом? Да, ну, где-то перед Новым годом или к следующему году весной мы, наверное, выпустим фильм. Как будет называться? Рейс, рабочее название или уже утверждено? Михайличан был что-то... Так и так. Охотник Михайлюшка. Охотник Михайлюшка будет Охотник называться. Михайлюшка. Ага. Ну, фильм вот сейчас находится на стадии монтажа, вот рождение фильма. Да-да-да. Черновой монтаж был сделан заранее, еще в прошлом году. После чернового монтажа вторая стадия
фильм, материал взял сам я. Ну, я обычно сам люблю монтировать, отсматривать материал, чтобы ничего не упустить. Каждый кадр я просмотрю. Черновой монтаж, ну, бывает дублей много, там монтажер может и не заметить. Где-то 18-19 дублей где-то у нас Бывает. тут точно было в этом фильме. И материала было очень много. Вот когда работали с животными, все-таки это наблюдение в основном. Это собаке не прикажешь, и разные эти, вот если по-якутски, якутские хитрости, да, сахамындыра, да? Да-да-да. Как бы так сделать, чтобы, Да, как бы чтоб- ну, прогнозировать действия собак, ну, животных, да, получается. Да. Тем не менее, у нас все получилось. Материал просто шикарный. Да. Да, Поздравляю. и работа оператора мне очень понравилась. Работа вообще художественной группы. Основной костяк съемочной группы это были ребята, которые работали со мной еще в двух моих предыдущих картинах. Это Бюген Былыр 1, Бюген Былыр 2. Плюс еще ребята, художники к нам подключились с проекта Тыгандархана. Ну, тоже вот такие серьезные ребята, поэтому у нас вот это очень была сильная команда. Материал отличный. Сейчас я нахожусь прямо на стадии монтажа. В скором времени должен выслать материал ребятам-айтишникам. Вот они уже должны начать свою работу. А потом еще много чего этих. Работать. Но процессов нас ожидает. Да. Музыкальная часть, Да. звуковая часть, озвучка, там, Ну, много. ну много. Да, но мы не забываем про нашу работу, потому что у нас наша работа, точнее, твоя и вместе с Семеном, да. Фарш берем и сперва, конечно, накладываем фарш. Его месим Да, на духовочку. я- Ну, у меня противень побольше будет. Поэтому вот весь фарш выкладываешь и его как бы плашмя вот так вот Утрамбовываешь. утрамбовываешь. Да. Так, затем картофель, да? Затем выкладываем картошку и вот да. Что-то как-то быстро, когда я медитирую, все это происходит медленно, с Ну, да, 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 но у нас, телефонами. ты сам понимаешь, что Да, в кино можно столько дублей, да, но у нас телевизионный проект, эфирное время не резиновое. Мы не можем все эфирное время занять тем, что ты будешь разминать фарш и выкладывать, как Семен, картошку. Мы можем где-то срезать, где-то намонтировать. Петр, но- вам бы еще вот это... Да, да, да. Вот так вот выкладываем. Ну, тут я делаю это без лука, обычно без специй, потому что детям нравится конкретно вот так. Ага. И вот в последнее время начал использовать чипсы. Ага, Тоже это мой лайфхак такой. ага. Э, Находка своя. Находка своя. Так. А со временем появилась. Тоже очень как-то дает блюду специфическое... Ага, это... Как сказать... специфический вкус, ага, да. вкус, Изюминку свою, наверное, изюминку сказать, да, и очень приобретает. приятный Хрустинку. хрустит, да, во Да, рту. хрустинку, И хрустинку детям давай. тоже очень нравится. Попробуйте, это очень простое блюдо. Так. И намажется, по-моему, майонезом сверху, чук-чук-чук, да? Ага, ага, И, да. и натерется сыр. Да, и вот чтобы был чуть-чуть бульон, тут надо водички Водичка у нас готовая, вот она у нас стоит. налить Есть водички в майонез, разбавить. разбавить Всё водой. правильно. Ага. Так, Это вот под тобой. Можно убрать. Итак, Так, ну, ну что ж, с да. первым проектом примерно ты рассказал, разобрались. Надо пожелать тебе успехов, тем более, что прогнозы самые позитивные. Я так понял, ну, это будет такая семейный фильм, правильно? Семейный фильм, да. Семейный фильм 0+. 0+. 0+, Вы совершенно да. правы. Да, Кстати, даже в фильме играют муравьи. Муравьи даже. Да, даже Компьютерные? муравьи. Начиная Или о- настоящие? Муравьи отчасти настоящие. Отчасти. Да, а некоторые муравьи, конечно, компьютерные, те, Ага. которые разговаривают. В фильме играют, начиная от муравьев, заканчивая... Кем вы думаете? Медведями. Да. Медведи. Ну Да, как? Якутский фильм без медведей. У нас же медведи по улицам ходят. Если вдруг в России еще не знают, это до сих пор так. Ага. Ну и плюс играют
именитые актеры, заслуженные наши якутские, да, Федот Львов, Да. Ирина Никифорова, С Сахатеатр. Федотом мы вместе снимались в одном проекте. Да. И они, я так думаю, то, что ребята, актеры, прям прекрасно раскрыли роль. И как-то это, конечно, очень ответственно, когда вот ты с детства знаешь, знаком с материалом, ты уже несколько раз это читал. Много раз. Да, много раз читал, учили тебя в школьной Да-да-да. программе. И в будет школьной у программе. всех, скорее всего, ну, некое ожидание, потому Да, что эффект ожидания реальности, ну, как бы не хотелось бы, скажем так, изменить, да? Потому что все ожидают, что это такое. все Да, это ответственность, знают. конечно, очень большая. Ага. Ну, я думаю, Скажем так, это народное произведение, все его знают, ну, и всеми любимо. да, обычно же бывает, когда любимое произведение экранизируется, каждый же человек воспринимает по-своему. Да, да, все равно ожидание это. Да, ожидание. И все равно, я думаю, это... Но уверен, то, что наши актеры раскрыли роль, и мне очень нравится, как исполнил роль Федот Львов. Он играл непосредственно самого Михаила Чайна, когда его знания он и передает своему внуку. Конечно, рассказы не все были. Их много. Да, их много. И мы экранизировали 3 рассказа, и вся история, она идет этим ниточкой привязана с современной жизнью. Да. Даже так? Да. Ага. И То есть вот свое внесли, то все-таки, да? Так, затем мы добавляем затем мы добавляем чуть-чуть Вот это. чипсов. Чипсы можно Это уже можно. размять, да? размять, раскрошить, вот так вот сделать. Ага. И вот так вот. Не слишком молотить их, чтобы они в порошок не превращались, а все-таки оставались маленькие куски, но не такие большие, чтобы они не торчали, да? Вот. Скажем так, да? Хорошо. И это в духовку на минуту. 180 градусов на 1 час. Саша, ну ты сказал, да, были сложности, но все-таки какие были самые основные сложности? Вот и именно из съемок. Дети, животные, маленький щенок двухмесячный. Конечно, когда мы начинали, у меня был такой трепет, чуть-чуть страх. Ну да, новое всё-таки, Новое, да. да. За животными я ни разу не работал. Как пойдет вообще, да? Да, как это Вдруг будет. заболеет. Да. И Вдруг половину снимете, а щенок скажет, сегодняшнего дня я не буду. А щенок-то еще растет И растет, да? Да, не по дням, а по часам. Да, да. Поэтому надо снимать его по-быстрому. Ну, команда была очень хорошая. Кино это же работа не одного там режиссера или оператора, там, Конечно, а это командная работа. Командная Да. работа, да. Если хороший командный дух, сильная команда, позитивное настроение, то я думаю, можно все что угодно и снять, и сделать, и родить, так скажем, творить. А в основном, когда вот мы снимали первые фильмы, ну, вообще становление якутского кино, это в 90-е, да, в 2000-е годы, мы, ну, порядком не понимали, да, и все требовали сразу, и до сих пор, наверное, когда вот снимают ребята в улусах, да, там какие-то любительские съемки производят, сами, ну, снимают фильмы, они сразу начинается съемочного процесса. Я думаю, это ошибка. Надо, подготовительный период – это период тогда, когда в фильм еще ни камеры, ничего не ставится, актеры не играют. Подготовительный период – это должен по объему, он продлиться столько же, сколько и должен длиться съемочный период. Это я, например, вот каждый кадр я должен спланировать, я должен… Что будешь делать и что для этого понадобится? Да, и понадобится, и Да. потом же И я… на каком этапе все. Да, все это делается, и плюс в это время уже постановочная группа, это художники-постановщики, операторы, мы уже как-то сливаемся воедино, мысли, каждый уже, и все это отражается на бумагу, рисуем скетчи, там, наброски, да, художники рисуют. И вот если очень хорошо
провести подготовительный период, то вот именно к съемочному периоду, это уже, съемочный период это уже реализация задуманного. Реализация плана, По который... плану, который, да, вот, который уже сегодня есть. вот это, завтра вот это, Да. вот это. Если солнце выглянуло, вот это снимаем сегодня. Да. Ну, условно. Ну, и, соответственно, это очень такой финансово затратный период. Да, конечно, да, Да, больше каждый, всего. каждый час, каждый день, каждая минута, так скажем, это капают деньги, это и аренда аппаратуры. Не, это ну и деньги, ну и, и время, самое главное, потому что, да, всех собрать актеров в какой-то момент, Да. да, там где-то сделать, чтобы они все раз резко появились, ну да, действительно тяжело. Да, именно там, да, скорее всего, вот то, что вы подготовительный этап, вот там и сказываете, да, скорее всего. Да, Тайминг, да. Да, и вот у нас был хороший подготовительный период в этом фильме. Вот девочка, оператор Арина, она была очень требовательна, да, каждой детали, там, вплоть до художественных каких-то решений, наверное, световых решений, даже костюмерных, там, Мы все это детально прорабатывали с ней и с группой, там, с художниками, с костюмерами. И, ну, была проделана огромная работа. У Арины это первый художественный фильм самостоятельный в качестве оператора-постановщика. Оператор-постановщика, да. Да, и поэтому она очень трепетно к этому отнеслась, и очень ответственно. И Все, как ее учили вот да, во ВГИКе. вы во ВГИКе сказали. учили, да. И в какой-то мере даже я от нее получил какой-то опыт. Да. Да, да, да. Да, Ну, потому правда. что со временем я уже чуть-чуть оякутился. Думал, ну, чё, это там, да, это у меня там такой сделано. фильм, я все знаю. Да, А тут-то, не дай бог, да, там тут- новые веяния, новые все меняется. Да. Да, молоденькая девочка требовала. Сперва, конечно, было как-то не по себе, как-то неуютно. Ну, как бы да, да, да. Да, это Так тоже такая чуть ли, да, да, чуть ли не что так. за моей спиной там 3-4 картины. Да. Ага. А потом уже в процессе работы, когда мы начали уже раскручиваться, так скажем, уже внедряться в тему с головой, то уже мне этот процесс начал нравиться, когда мы просто придумывали. И это действительно на съемочном периоде это очень благоприятно сказалось. Наши съемки были отлично организованы и с продюсерской части, и с художественной, и с операторской, и с режиссерской. Ну и, конечно, вот ответить на твой вопрос, какой процесс тебе больше нравится. Мне, ну, подготовительный, мне, конечно, как режиссеру нравится съемочный процесс. Конечно, Да, да. Но я тоже так думаю. Самый, скажем так, творческий. Самый творческий процесс. И все-таки я вырос на якутском кинематографе. Я работал с мэтрами якутского кинематографа. Это Никита Аржаков. Которые стояли истоков. Да, у истоков Юрий Бережнев, с Алексеем Романовым работал, с Эдиком Новиковым работал, ну, со всеми киношниками поработал, поэтому все-таки есть же феномен такой, говорят, феномен якутского кино. Мы об этом разговаривали с тобой. Да, Да, феномен- Я специально задавал вопрос, поэтому в этот раз не буду. Да, да, феномен оно есть, и его уже изучают. Да, и Да. вот я думаю, то, что... Это вот- уже история, чуть ли не так, да. И вот именно на съемочном периоде вот этот феномен и проявляется. Когда вся команда, видение, да, возможно, даже чуть-чуть, когда у тебя есть план, но конкретно уже сцена снимается, и вы находитесь конкретно на съемочной площадке, когда вы начинаете работать, возможно, какие-то могут быть изменения. Там, и вот этот, если очень хорошо подобрана команда, если вы реально в подготовительном периоде хорошо все это продумали, обдумали, и у вас произошло слияние, И начали воплощать. и начали воплощать, Да. и вот на съемочном периоде, когда стартует команда, там, И уже начинаешь понимать, что где-то тут рождается чудо. да, и вот Да. тут начинается рождаться чудо. И Да. вот тогда вот именно творчество, и вот это, наверное, творчество. Недаром же говорят, кино — это волшебство. Это когда ты погружаешься вот от обыденной жизни куда-то туда и полностью в процессе.
так? Так, да. Да. И практически из ничего делаешь вот это. Да, что-то историю, целую жизнь, возможно, мир, да, создаешь мир. Ну, вот Да, и действительно, да, что мы современники именно вот в феномене якутское кино, а ты непосредственный участник. Круто вообще, да, часть истории, которую уже, ну, никак уже не вычеркнуть, никуда уже не денешь. Давай, Саша, да, мы можем об этом разговаривать очень много, в феномене якутское кино, это вообще, конечно, очень круто, но давай поговорим про проект, который сейчас вот на стадии. Какая тогда? съемочный период. Съемочный период, да, потому что вот как раз вот на днях у тебя будут съемки и идут, кажется, уже, да, или как? Да, идут сейчас. Идут уже съемки, да, звезда мощная приезжает. О чем проект? Расскажи нашим, пожалуйста, телезрителям вкратце. Мгм. Ну, в этом проекте я уже участвую не в качестве режиссера. Так. Так, я в этом проекте в качестве продюсера. Продюсеры, это еще круче. Ну, Если будет Оскар давать, то получишь ты, я знаю. Ну, за лучший фильм. Правильно? Продюсер же берет. ну, не Получает. знаю, ну, якутская, если какие-то награды получаем, ну, у меня продюсер же были всё. такие опыты, да, Да. когда... За лучшую режиссуру получает режиссер, но за лучший фильм получает продюсер. Правильно? Ну да, Да, ну, да. а в нашем случае в феномене якутского кино получает вся команда. Да, Вся да. команда едет. Но тем не менее. Ну хорошо, да. Хорошо. А сейчас мы работаем над проектом «Байопик», фильм на реальных событиях Про реального человека. про реального человека. Да. Олимпийская чемпионка, серебряный призер Анастасия Диадорова. Да. Да. Наша современница. Наша современница. Да. Мы в этом году, в начале года, с февраля месяца стартовали съемки в городе Москва. До этого был очень большой такой подготовительный период. Мы писали сценарий. Автором сценария является Сандал Баишев. Чья идея? Вот его идея, да? Он же режиссер. То есть это все, конечно же, согласовано с семьей, непосредственно самой Настей. Да, Так? да, конечно. Да. 2 года назад еще были первые переговоры с семьей Насти, и мы получили одобрение. Как она отнеслась? Сразу сказала, о, yes, давай, или как? Да, конечно. Почему нет, да? Да, ну сперва, конечно, были какие-то вот эти... зачем? Почему я, В основном наверное, скорее знакомство, наверное. Ага. Когда к тебе приходит незнакомый человек и говорит, то, что потому про что же тебя как бы, хотят фильм снять. Все люди же в природе своей скромные, да, Да. скажем так. Мы хотим снимать про тебя кино. Ну, какая будет твоя реакция? Скажешь, ну, почему я? Ну, например, да? Ага. Ну, конечно же, сценарий уже непосредственно писался с Настей. Уже с То есть её- согласовывался? Да, с Людмилой, да, согласовывался. Режиссер разговаривал, все вот эти ее воспоминания записывались. Ну и, конечно же, проецировались на бумагу, так скажем, да. И потом с этого материала, с собранного материала, был написан большой литературный сценарий, художественный, Оригинальный. да. оригинальный, Так, ага. да. Ну и по этому сценарию мы уже сейчас начинаем работать. Сценарий уже одобрен и Анастасией Диадоровой, и теми прототипами, которые участвуют в нашем фильме. Это тоже одна из главных ролей в нашем фильме является тоже тренер Насти, которая поверила в нее и воспитала, скажем, чемпионку. Дух. Дух, да. Да. Наталья. Потому что это одно дело просто заниматься, а другое дело это реально действительно дух, что учитывая все-таки это, ну, все мы знаем, что это участница Паралимпийских игр, правильно же, да? Да, Это за трагедией человеческой рождение духа, когда человек говорит, нет, я смогу, и я это сделаю. Вот это, да? Да. Да, ну и, конечно, после написания сценария наша команда участвовала в питчингах. Это что такое? Питчинг. Питчинг? Питчинг. Это, скажем, гранты Министерства культуры нашей республики. От республики выделяется какая-то энная сумма, Да. проводятся питчинги, и эта сумма делится. То есть это некая защита твоих проектов? Да, конечно. Ага. Ага. Это Мы я объясняю телезрителям. Я так знаю, конечно, это же такое, ну хорошо. Ага. защитились проектом и получили финансирование в размере 5 миллионов рублей. Ну, это, конечно, для такого фильма, Это, конечно, Кропаль, я знаю. но для подготовительного периода и для начальных съемок мы все-таки, ну, Какие-то средства были изысканы? да, скажем так. средства еще были у нас, да, плюс к
к средствам Министерства культуры, тоже вложили свои средства частные, и сейчас работаем, но по ходу действия, такой ком закрутился. Мы сперва как-то планировали фильм снять и показать как бы в наших кинотеатрах, не выходя за пределы республики. Так. А сейчас команда, опять же, собралась очень такая сильная, и продюсерская команда большая. У нас не только я продюсер, у нас в продюсерской группе 4. Плюс еще вот на днях, ну, мы уже подключились, у нас уже есть предварительные договоренности с московской киностудией, которая уже будет сейчас нас курировать до завершения фильма и по прокату. И когда мы переговорили уже с московскими группами, у них, конечно, совсем другие требования к реализации проекта. Если мы думали там более там скромно, да, скажем. Ну, для себя сделаем, покажем якутский, ну и слава богу. Ну, А и тут... скромно финансовых. Да, вот да, это, да, потому что, да, чуть-чуть да. А тут решили бах замахнуться. Да, и поэтому сейчас вот подключается московская группа, московская киностудия, московские продюсеры, и как-то дело закрутилось, и я думаю, будет очень такой отличный процесс вообще. Ну, то есть прокат планируется по всей России, так? Ну, пока не буду громко громко не говорить, но, конечно, если московская группа заинтересовалась, им очень понравилась идея, и они прочитали сценарий. Я вот с продюсером очень хорошо знаком, я познакомился на фестивале, когда ездил со своим фильмом «Белый ангел». С московской продюсер, и сразу же мы там еще поговорили, договорились о том, что вообще сотрудничать. И когда я выслал сценарий, им очень понравился. И вот сейчас уже они взялись, и скоро мы еще должны поехать Сейчас уже в Москву. съемки уже начались. Сейчас съемки уже полным ходом идут в Якутске. До этого мы были в Москве, у нас были съемки. И сейчас завершающие съемки летом, наверное, будут проводиться еще в Москве. Мне кажется, уже готово, да? Готово? Да. Отлично. Ну, мясо готово, значит, все. Без крови. Значит, готово. Ну, фарш, да, конечно, фарш быстро готовится. Да, Он же это уже, Грубо так говоря, скажем, грубо говоря, 5 минут. перемоленное мясо. Поэтому, Картошку можно и al dente. да, по-корейски. Да, по-корейски. Тем более, что Семен же, держи, я видел, что он резал очень-очень тонко. Ну что, друзья, давайте. Приятного аппетита нам. Попробуем запеканку. Попробуйте вот с От Саши этим, Лукина. с чипсами. Чипсами. Ну вот я все беру. Вот мясо, вот картошка, сыр и чипсы крашеные. Неплохо получилось. Вообще классика. Ну и, конечно, вообще, когда я ознакомливался с сценарием, когда мы разрабатывали вот эту всю схему, немаловажную роль в нашем фильме это играет семья. Семья, вот именно мать, отец, Настя, сестра, брат. Вот это история про семью, Ну да, которая победила. Вот мне очень нравится... Которая, несмотря ни на что, вопреки, да, скажем так, вопреки, да. Очень нравится образ отца, который должен сыграть тот же ваш... Федот. Почему он наш? Вот, почему он мой? Ваш партнер, партнер. партнер по фильму. Да, я с ним снимался, да. Да. И очень такой хороший образ, когда он вот делает атмосферу дома, да, несмотря ни на что, он как-то вот... Ну, не буду рассказывать, надо будет это посмотреть. Ну, ты, скажем так, чуть-чуть интригу, приоткрыл интригу, завесу чуть-чуть приоткрыл, зритель, да, мы обязательно, да, сходим на этот фильм. Когда планируется прокат уже? Прокат, ну, в следующем году. В следующем году. Да, в следующем году. Мы ждем, мы еще будем... Ну, вообще у меня, как у киношника, да, якутского киношника, очень такая мечта еще с давних пор, чтобы... Вот когда я еще в
качестве режиссера выступаю, я хочу, чтобы якутская команда, якутская группа работала, вот как вы хорошее слово сказали, в коллаборации. Коллаборации, да, Коллаборации, вместе, да, с другими. Перенимала опыт. Да, перенимала опыт. Да, может Возможно, даже сама свой да, опыт, да. опыт передавала. И вот сейчас у меня наступил такой шанс, мы начинаем именно... Показывать, что мы можем, да. Да, Потому что не сбывается секрет, мечта. что, опять же, возвращаясь к тому, что якутский феномен якутского кино, они думают, да что они там делают, что у них вот так получается. Они тоже же наверняка задумываются. Потому что, ладно, один фильм выстрелил, ладно, второй, и уже начали говорить, что якутский феномен, Сахавут и все прочее, да, что-то они делают, что-то там, что-то химичат, что-то добавляют свое природное, может быть, что-то. Ну, не знаю, что они там делают, ну вот. Ну, все равно, Что вот такое получается? интерес большой. Интерес очень Да, большой, да. Не только от киношников, но и от высшего руководства России. Сам Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, сказал, Да. приказал Да. построить... Выяснить. Не, построить. Построить. Построить павильон. Павильон, да. Огромный павильон. Да, он и он будет, будет готов к 2017 году. 3 огромных... 27-му. Не 17, 17 год прошел. 27-му, извините. Я в прошлом нахожусь. Да-да-да. И это будет 3 огромных бокса и, возможно, даже самый лучший павильон в России. России, да. Тем более, что, да, проект закладывается мощнейший. Мощнейший. Да, надо вам пожелать, чтобы удачи, чтобы и все там было воплощение, все прочее. Саш, спасибо тебе большое, что ты принял участие в нашей передаче. Да, я знаю, что очень мало времени, я знаю, что у тебя вообще съемки полным ходом, тем более нашел время. Спасибо за очень вкусную запеканку с своим каким-то таким изюминкой. И у нас, ты знаешь, добрая традиция, пожалуйста, на эту камеру, пожелания для наших телезрителей. Дорогие друзья, несмотря ни на что, будьте счастливы, верьте в себя, и у вас все получится. Счастья вам и добра. Александр Лукин, он еще и конферансье, прямо сейчас как конферансье выступил. Да, Саш, спасибо еще раз большое. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.